А вы задумывались над тем, почему собаки нападают преимущественно на тех людей, которые их боятся? Наверное, все знают, что нельзя убегать от атакующей вас собаки, но не все знают почему. Дело в том, что в ее мозг встроена доставшаяся еще от волчьих предков генетическая программа под названием «Кусай, все убегающее». А чем сильнее ваш страх, тем больше шансов, что собака будет вас атаковать. Существует гипотеза, что у собак настолько выраженный чувствительный нюх, что они воспринимают запах адреналина, который в микроколичествах выделяется через кожу с потом. Адреналин является гормоном страха, и его запах включает в собачьем мозге другую программу «Нападай на того, кто тебя боится». Получается замкнутый круг. Чем больший страх вы испытываете при виде собаки, тем больше вы таким образом провоцируете ее на агрессию. А чем более яростно она нападает, тем больше вы ее боитесь. Можно ли заставить себя не бояться собак? Заставить, конечно, трудно, но лучше все-таки подключить мышление и фантазию. По своим физическим характеристикам и весу среднестатистическая собака соответствует 5-7-летнему ребенку. Вы заведомо сильнее ее. Однако ваш страх делает соотношение сил обратным. Нападает она, боитесь вы. Поэтому представьте себе, что перед вами ребенок. Такой очень капризный, рассерженный и вот такой злой. Посмотрите на существо, лающее на вас таким образом, под таким углом зрения, и вы увидите, как уменьшится ваш страх. Постарайтесь вызвать у себя другие эмоции. Пусть это будет любопытство, удивление, исследовательский интерес. В конце концов, пусть это будет злость. Как так? Вот эта маленькая собачонка смеет лаять на меня, такого большого и сильного человека. В общем, это может быть любая эмоция, кроме страха. Тогда для собачки вы будете и пахнуть по-другому, и программа ее поведения, соответственно, будет иной. И мозгу вашему нужно дать возможность, именно контактируя с источником страха, убедить себя, что по-настоящему в вашей жизни ничего не угрожает.